подкаст. Можете подписаться, если хотите регулярно получать такие подкасты. Ответ на вопрос, что такое 5D, был в одном из эфиров. Сейчас я повторю. У нас есть 3D. Это длина, ширина, высота. Dimension, измерение. То есть то, что мы можем померить. Мы можем померить длину, ширину и высоту пространства. Мы можем измерить время, да, которое прошло с какого-то момента. Это 4D пространство. А 5D пространство — это поле вероятностей. То есть это поле вероятностей, которое показывает, с какой долей вероятности то или иное событие возможно в этой реальности. Поэтому и называется квантовая эволюция сознания. И поэтому говорится квантовая. Это квантовое — это не просто модное слово, которое я приписываю везде для того, чтобы казаться каким-то таким убедительным. Это, как, знаете, какая-то реклама или что-то там, самовнушение. Квантовость. Почитайте квантовую физику и изучите, что такое уравнение Шрёдингера, что такое распределение плотности вероятности. Плотность вероятности обозначается вот такой буквой φ. Она есть в квантовой химии, она есть в квантовой физике. Она говорит о том, насколько вероятно то или иное событие. То есть ваши мысли, когда излучают какую-то резонансную частоту, они определяют наиболее вероятный сценарий будущего и влияют на плотность вероятности. Мне задали такой вопрос в Телеграм-канале. А вот можно ли завтра же, да, например, похудеть? Вот сегодня я себе представила, что я похудею, и вот завтра раз проснулась и похудела. Это же перемещение через 5D? Да, можно, чисто теоретически. Но вы должны осознавать, что похудеть можно, во-первых, разными способами. Можно похудеть от болезни, от тяжелой, можно похудеть от того, что отрезали ногу, можно похудеть и так далее, да, потому что понимание худеть значит терять вес, а терять вес — это может быть что угодно. Тут лучше конкретизировать, что именно вы хотите. Вы хотите потерять вес любым способом, или вы хотите быть красивыми и здоровыми? Так определите, что же вы хотите. А то если хотите похудеть, Вселенная может вам предоставить далеко не те варианты, которые вы хотели. Будьте осознанны в своем выборе. Вы выбираете что? Не похудеть, вы хотите быть красивой, желанной, привлекательной. Вот чего хотите, а не похудеть. Поэтому вот мысли нужно все направлять не на то, от чего вы хотите избавиться, а на то, что вы хотите получить. Так вот, что такое плотность вероятности? Вначале я вас просил ответить на вопрос, а что скорее всего? Скорее всего будет вот так. Так вот, скорее всего, это и есть плотность вероятности. Плотность вероятности — это характеристика, которая показывает, насколько вероятно то или иное событие будущего. Например, то, что эта женщина сегодня весила, например, 100 килограмм, а завтра она проснулась стройная и красивая, это очень маловероятное событие, правильно? Потому что нужно еще дойти до этого. То есть вот текущая линия жизни, по которой движется эта женщина, да, где она имеет такую фигуру. А вот линия жизни, параллельная реальность, например, отстающая на n количество энергии, да, оно находится на вот этом уровне, да. И чтобы туда попасть мгновенно, нужно приложить вот такое количество энергии, понимаете, чтобы перейти из этого момента в этот. То есть, да, можно, ответ на вопрос, да, можно за одну ночь проснуться и стать стройной и красивой. Но чтобы это сделать, нужно огромный энергопотенциал. Что должен сделать этот энергопотенциал? Вот если эта женщина имеет веру в то, что она завтра проснется стройной и красивой, это еще не гарантирует, что так и будет. Потому что, как вы знаете из одного моего прямого эфира, где я посвятил теме намерения очень много, намерение складывается из управления верой, волей и осознанием. 3 фактора. Вера, воля и осознание. Если у человека просто есть слепая вера, то это просто иллюзия, летание в облаках, розовые очки, фантазии.
Если у человека есть только вера, но нет осознанности и нет желания действовать. Потому что что такое желание действовать? Это значит, что эта женщина завтра проснулась, пошла в спортзал, поменяла свое питание, начала работать над собой, начала заниматься своим здоровьем. Вот что такое вера и воля. И она точно достигнет вот этого варианта. Пусть это потребует какое-то время, чтобы она сместила свою реальность и соприкоснулась с новой жизнью, да, своей, когда она стройная, красивая. Но Юра, хватит, может, негатива. Где вы негатив увидели? Может, это ваша личная проекция негатива? А вообще, что такое гатив, а что такое негатив? Что за дуальность? Так вот, вы можете сами перестроить себя на этот уровень, если вы начинаете верить в это. Но верить недостаточно, нужно еще и действовать и осознавать, что это возможно. Это управляет показателем, который определяет процент вероятности реализации этого события в будущем. То есть вы своим намерением, своими мыслями влияете на процент вероятности реализации событий в будущем. Например, если на данный момент, сегодня эта женщина, например, хочет стать стройной, это пример просто из чата, это я не придумал. Просто то, что я отвечал, реальный пример, реальный вопрос. Вот человек хочет изменить свою реальность. На сколько процентов он верит, что это произойдет? Если человек верит в это, но сомневается, то, скорее всего, он верит процентов на 10. Значит, вероятность того, что это событие произойдет, будет эквивалентной, а может быть еще и меньше, например, процентов 2-3%. То есть это событие маловероятно. И когда мы говорим о 5D-пространстве, мы говорим именно об управлении вероятностным течением событий. То есть как вы управляете своим будущим? Вы повышаете вероятность удачи, вы повышаете вероятность позитивных событий, которые дают вам благоприятные моменты, и уменьшаете вероятность проблем. Поэтому если в вашей жизни проблемы, трудности, сложности, всякие сыпятся на голову непредвиденные обстоятельства, которые создают проблемы, это значит, что вы просто не управляете движением своего намерения, и из-за этого ваша вероятность будущего постоянно колеблется. Если вашими мыслями владеет внешняя матрица, то она заставляет вас мыслить негативно, потому что негативные мысли у людей, как правило, очень сильно эмоционально заряжены. Люди привыкли эмоционировать, когда они испытывают какие-то негативные эмоции, и привыкли принимать как должное, когда что-то хорошее происходит. Что-то хорошее в жизни происходит? Да, хорошо, ладно. Мы не привыкли радоваться ярко. Мы привыкли слегка радоваться. Да, хорошо, хорошо. Как должное. А вот если что-то плохо случилось, все, будем орать, возмущаться, ругаться. Прекращайте это делать. Отряхнитесь от наваждения. Прекратите. Это иллюзия. Чтобы выйти, нужно выцепить себя. Вот как только вам захотелось, возник соблазн кого-то поругать, побить, выругаться, кого-то, обвинить во всех проблемах мира, рассуждать на тему того, кто плохой, кто виноват, правительство, не правительство, рептилоиды, не рептилоиды, кто причина всех проблем. Отряхнитесь, это иллюзия. Уйдите от наваждения. На самом деле никто из этого не виноват. Эта матрица пытается вас обратно затянуть в 3D, чтобы вы реагировали либо хорошо, либо плохо. Можно, нельзя, плохо, нет. И закрыли себя в футляр этих шор. Реагируй либо хорошо, либо плохо. По-другому не думай. Не смотри на выходы из проблем. Приходит в жизнь человека, например, какое-то испытание, а он вместо того, чтобы найти выход из проблемы, начинает рассуждать, а что же еще плохого может быть? А вдруг это будет? А вдруг то? И именно это увеличивает что? Вероятность дальнейших проблем. Именно поэтому пессимисты говорят, все произошло именно так, как я и говорил.
Как я говорил, так и произошло. Почему они убеждаются в том, что они были правы? Потому что они не осознают, что влияют на 5D пространство своими мыслями и повышают вероятность дальнейших проблем. А вот теперь я задаю вам вопрос. Кто козел отпущения? Кто виноват в ваших проблемах? Да никто. Потому что вашу плотность вероятности определяете только вы. А это значит, что если идут какие-то внешние проблемы, и вы обвиняете в этих проблемах какие-то внешние силы, то вы не осознаете самого главного, что выход из этой проблемы находится не вовне, а внутри вас. Вот он выход. Изменяйте мышление, изменяйте восприятие, и хобана оказываетесь над этой матрицей. И вы уже осознанно выбираете, как реагировать на нее. Реагировать ли благоприятно, радоваться ли каждому событию или нет. Сломайте систему. Она хочет, чтобы вы реагировали негативно, она хочет, чтобы вы были расстроены, она хочет, чтобы вы злились, она хочет, чтобы вы излучали негативные эмоции. Сделайте наоборот. Начните как дурак радоваться плохому. Кажется, что все плохо, а вы радуетесь. И вы обратите внимание на парадоксальный факт. Не верьте мне, проверьте, как это работает. Я проверил. Я знаю, что это работает. Так вот, не верьте мне, проверьте, друзья. Проверьте, что если вы начнете любое событие рассматривать как позитивное, то в вашей жизни начнется белая полоса. Будет фартить, как это говорится. Знаете, ох, как фартануло. И когда другие люди будут открывать рот и говорить: как же ему везет, это тебе просто повезло. Нет, так вообще не бывает в жизни. А вы говорите: ну, в вашей жизни не бывает, а в моей бывает. И это человек, который находится в 5D, он из этого мира не исчезает. Он такой же, как вы и как я, ходит по улице, но в его реальности присутствует только то, что он сам выбрал. В его реальности существуют только благоприятные события, потому что он прошел через этот 4D слой, да, 4S слой, 4D, вот это, да, 4S, он обладает еще некоторым переходным периодом, когда возможно, когда нужно специально реагировать на негативные события позитивной реакцией, чтобы гармонизировать свои вибрации и подниматься выше, 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 выше и выйти за пределы 4D на уровень 5D, 5S. И вот тогда полная пруха начинается. Вот, как говорится, вот это поперло человеку, вот это пруха, все везет, все получается, все у него супер. Да как вообще такое бывает? Из 1000 у него именно все удачно. Именно он выигрывает лотерею, именно ему везет, именно ему постоянно... У кого угодно проблемы, у кого угодно кирпич на голову человеку, любому упадет, но только не вам. Метеорит упадет на землю, всех уничтожит, но вы останетесь живы, у вас будет все в порядке. Понимаете, да? Вот что такое 5D. Это управление вероятностью событий. Когда с вами происходит событие, которое ни с кем не могло произойти, и вы оказываетесь одним из миллиона людей, одним из миллиона вероятностей. Вот что такое управление 5D. Я на новом курсе буду прям, все вот прям до косточек разбирать. Поэтому, здесь не успеваю все. Если хотите, приходите, более углубленно рассмотрим. Но даже вот этого, того, что я вам говорю, может быть тоже достаточно. Итак, сейчас перехожу к ответам на ваши вопросы. У меня как раз на часах 2:22. Надеюсь, что вы все understand. Думаю, что understand. Ферштейн. Все, презентация, финиш. Так. Итак, знаете, что хочу попросить? Я уже в телеграм-канале попросил. Я сейчас ищу людей, которые могли бы делать какие-то публикации в СМИ, например, отрывков из каких-то моих высказываний или статей. То есть, если вы, например, журналист, и у вас издательство, которое занимается, например, близкой теме к нашей, например, либо психология, либо эзотерика, йога, что-нибудь такое, вот мистика какая-нибудь, вы можете какие-то
какие-то статьи опубликовать с ссылкой на меня, потому что это будет очень полезно, особенно на иностранном языке. Очень нужно сейчас распространять знания, в том числе и в тех странах, в которых еще его не распространяют. Если вы желаете помочь как-то, вы можете это сделать. Так что пишите вопросы. Пишите вопросы. Смекаете, да? Смекнули?